Здравствуйте, ребята! Пришло время нашей передачи «Сказка на ночь». И сейчас вы послушаете русскую народную сказку «Чернушка». Очень интересная сказка. Садитесь поудобнее и внимательно слушайте и смотрите. Жил-был барин. У него жена была добрая, а дочь красавица. Звали ее Машею. Только жена-то померла, и он на другой женился, на вдове. У той своих было 2 дочери, да такие злые, недобрые. Заставляли они бедную Машу на себя работать, а когда работы не было, приказывали ей сидеть у печки да выгребать золу. Оттого была Маша всегда черна и грязна, и прозвали они ее Чернушкой. Вот как-то заговорили люди, что их князь жениться хочет, что будет у него большой праздник, и что на том празднике выберет он себе невесту. Так и случилось. Созвал князь всех в гости. Стали собираться и мачеха с дочерьми, а Машу не хотят брать. Сколько-то они просилась, нет да нет. Вот уехала мачеха с дочерьми на княжий праздник, а пачерице оставила целую меру ячменя, муки и сажи, все вместе перемешано, и приказала до их приезда разобрать все по зернышку, по крупинке. Маша вышла на крыльцо и горько заплакала. Прилетели 2 голубка, разобрали ячмень и муку и сажу, потом сели ей на плечи, и вдруг очутилось на девушке прекрасное платье. «Ступай, — говорят голубки, — на праздник, только не оставайся там долей полуночи». Только взошла Маша во дворец, так все на нее и заглядываются. Самому князю она больше всех понравилась, а мачеха и сестры ее совсем не узнали. Погуляла, повеселилась Маша с другими девушками, видит, что скоро и полночь, и вспомнила, что и голубки наказывали, и побежала поскорей домой. Князь за нею, хотел было догнать, кто она такая, узнать, а ее и след простыл. На другой день опять у князя праздник. Мачехины дочери о нарядах хлопочут, да на Машу то и дело кричат, да ругаются. «Эй, девка-чернушка, переодень нас, платье вычисти, обед приготовь». На 3-й день у князя опять праздник, пир горою. Вечером голубки обули одели Машу лучше прежнего. Пошла она во дворец, загулялась, завеселилась и забыла про время. Вдруг ударила полночь. Маша бросилась скорее домой бежать, а князь загодя приказал всю лестницу улить смолою и дегтем. Один башмачок ее прилип к смоле и остался на лестнице. Князь взял его и на другой же день велел разыскать, кому башмачок впору. Весь город обошли, никому башмачок не по ноге. Не приходится. Наконец пришли к мачехе. Взяла она башмачок и стала примерять старшей дочери. Нет, не лезет, велика нога. «Нет, — говорят княжи посланные, — не годится». Мачеха стала примерять башмачок средней дочери. И с этой то же самое было. Увидели посланные Машу, приказали ей примерить. Она надела башмачок, и в ту же минуту очутилось на ней прекрасное блестящее платье. Мачехины дочери только ахнули. Вот привезли Машу в княжьи терема, а на другой день была свадьба. Свадьба была веселая, и я там был, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Вот такая замечательная сказка «Чернушка». Спокойной ночи, ребята! До новых встреч!